Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Мубарак болсын, жиылуларыбыз, дорогие братья. Я сегодня с радостью представляю вам нашего дорогого гостя, друга. Я несколько раз рассказывал о нашей благословенной, действительно баракатной поездке с братьями на Дальний Восток. Рассказывал, как наши братья живут на острове Сахалин, да, как они там борются за наши ценности, поклоняются. Рассказывал про город Владивосток, который многие знают только по машинам, наверное, да? Вот, а там столько братьев, машаллах, выбивают земли, пытаются открывать молельные комнаты, машаллах, пусть Аллах им поможет. И рассказывал про замечательный город Хабаровск, где я прямо на ходу считал, по-моему, 28 лет вышло, когда начинали бабушки, дедушки бороться за землю, просить у администрации землю на строительство мечети. Вот. И через 21 год они получили землю, и около 7, вот Хазрат поправит, 7-8 лет они оформляли землю и получали разрешение на строительство. Вот почти 30 лет прошло, чтобы они вот начали, альхамдулилля, строить мечеть. Чтобы понять, Хазрат еще сам презентует, что за мечеть. Вот примерно как Алтан. Наверное, самая большая разница, у нас 2 минарета, они решили пока 1 минарет поставить. Да? Вот будете когда представлять мечеть Хабаровска, да, это вот мечеть Алтан, поэтому даже это нас роднит немножко, так ведь. И у нас архитектор один, Мусин, вот безнагайда Дима Рашитович, да, наш татарин, мусульманин, вот, очень такой квалифицированный профессионал, который вникает в каждую деталь. Вот и Маидхана он проектировал, и эту мечеть, и очень много других, более 20 мечетей. Вот, Аллаха шукр, сегодня муфти Дальнего Востока Ахмад Хазрат Гарифуллин, он, альхамдулилля, у нас в гостях. Давайте я слово предоставлю ему. Рахмитыгыз, у вас свой микрофон. Позвольте от имени Духовного управления мусульман Дальнего Востока, от имени мусульман всего региона, всех вас искренне поприветствовать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир, милость и благословение Творца каждому из нас. Альхамдулилля, умма пророка, алейхиссалату вассалям, как ему Всевышний и обещал, самая многочисленная, и нету на земном шаре места, где бы не прекращался азан, нету на земном, то есть, если посмотреть с космоса, как космонавт, то на Земле ни на секунду, ни на минуту не прекращается азан, ни на секунду не прекращается намаз. На постоянной основе Всевышнему Аллаху на земном шаре рабы его, то есть мы с вами, Адам Баалары, постоянно делаем ибадат, то есть поклоняемся. И один из признаков ислама, и один из признаков на сегодняшней в особенности, это азан, который является особым центром притяжения. И зачастую азан произносится внутри помещений, если это молельные комнаты, и, соответственно, люди, жители даже не знают о том, что там существуют мусульмане, что живут, поклоняются, исправляют свои определенные обряды необходимые. Вот. И поэтому Дальний Восток в данном случае остался немножко сиротой. Не только с точки зрения ислама, но и с точки зрения всей цивилизации российской и инфраструктуры. Буквально как раз 10-11 лет назад, когда нас туда направили, назначили, тогда еще совсем по-другому было. То есть аэропорта, вокзалы, все. И начиная тогда, взяв эстафету наших аксакалов, татар, которые там на протяжении, как Хазрат сказал, на тот момент уже 18 лет несли этот флаг, это знамя, но вне, так сказать, ведании, в неофициальном формате,
борясь, стараясь получить земельный участок, получить законное место. Ведь мечеть — это не просто место проведения намаза. Это сегодня в Казани, здесь, на нашей малой родине, мы воспринимаем это как очередную возможность поклонения, очередная возможность там локации, района, чтобы не поехать туда или по пути сюда. То есть сегодня уже в Казани это просто лишняя возможность, разгрузка мусульманских, так сказать, пятничных или праздничных молитв, или пятикратных молитв. То есть такая определенная уже легкость создается. А там, на Дальнем Востоке, это знамя ислама. Это показать, что здесь мусульмане есть. Нами несколько лет назад была выпущена книга «Мусульмане на Дальнем Востоке. История ислама на Дальнем Востоке. Имперское время, царское время, советский период и современное время». Еще с тех времен на Дальнем Востоке был ислам, были наши братья, наши соотечественники, в первую очередь, конечно же, в лице татар, купцов, бизнесменов, современным языком говоря, которые на тот момент построили 14 мечетей на Дальнем Востоке. Но, к сожалению, из них всех ни одна не сохранилась на сегодняшний день, в первую очередь, потому что были деревянными. Единственная мечеть, которая сохранилась, это граница между Дальним Востоком и Сибирью, это город Чита, Забайкальский край. И на сегодняшний день десятилетними упорствами, работами, трудами нами, Духовным управлением мусульман Дальнего Востока, да и в принципе всеми братьями-мусульманами на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске, который буквально до недавнего времени был столицей Дальнего Востока, буквально несколько лет назад только он перешел во Владивосток. Все это время, ну и в принципе сегодня географическим центром Дальнего Востока является Хабаровск, в котором протекает река Амур. Все вы город Хабаровск в карманах носите, большинство из нас, иншаллах. Это мост Хабаровска, который на 5000-й купюре находится, так сказать, самая популярная купюра. Вот. Но, как один хазрат говорил, редко заглядывающая в мечеть. Вот. Поэтому такое наследие мы имеем, и на сегодняшний день, альхамдулилля, как хазрат тоже сказал, уже 28 лет прошло. Вот через 28 лет мы приступили к строительству. И за основу взяли именно эту мечеть. Альхамдулилля, так получилось. Да, Дмитрий Афенди Мусин, который проектировал ее, по сей день мы сегодня работаем совместно, дорабатываем в ходе строительства. И альхамдулилля, на сегодняшний день мечеть уже приобрела определенную форму. Вот как вы видите здесь на проекте, это та же самая мечеть, только с одним минаретом, с небольшими изменениями. Внутри она такая же фактически. Немножко административный корпус будет изменен, а в целом молельный зал и все остальные ее архитектурные элементы будут сохранены. Альхамдулилля, в этом есть огромная, как говорят, заслуга и Раиса Республики Татарстан, который всегда уделяет колоссальное внимание Дальнему Востоку. Мы с ним практически в каждом регионе, на Сахалине несколько раз встречались, в Приморье, в Хабаровске. Недавно, вот буквально летом, был федеральный Сабантуй в Якутии, он прилетал. Также, иншаллах, мы переписку ведем, надеемся на то, что и далее они продолжат тоже помогать, поддерживать и татарскую, и мусульманскую общину Дальнего Востока. Вот. И это и постоянная поддержка Духовного управления мусульман Республики Татарстан, которая всевозможными книгами, материалами, различными проектами нас снабжают и дают возможность, так сказать, определенную нам донорскую помощь для деятельности, потому что на Дальнем Востоке в действительности нас мало. География Дальнего Востока – это 41% территории Российской Федерации. Если вот землю посмотреть, кусок земли – 41%. Вот как вы здесь на карте видите. Но с населением вот 41%. Когда мы говорим о том, что в стране в целом население 150 миллионов почти, то на Дальнем Востоке практически около 8 миллионов всего лишь населения. То есть даже не 10% от всего населения страны. Поэтому мы иногда, вот я на прошлой пятнице был на Сахалине, и когда я с Хабаровска вылетаю на Сахалин, там час полету, как будто бы вот здесь в район только выехал. То есть туда слетал, вечером обратно вернулся в Хабаровск, Хабаровск, Владивосток, с Владивостока в Магадан, на Камчатку, Амурскую область, Якутия, Забайкальский край, Бурятия. То есть такая определенная работа в 11 субъектах Российской Федерации нами на сегодняшний день там ведется. Открыто огромное количество молельных комнат, то есть их счет уже мы как бы сбиваемся, но, к сожалению, именно какой-то вот культовый, такого, который был бы, как вот в Казани Кул-Шариф, который был и остается символикой Республики Татарстан, ислама,
татар, так сказать. Вот именно что-то такое на Дальнем Востоке, к сожалению, нету на сегодняшний день. И вот, альхамдулилля, этот проект мы запустили. Очень огромная благодарность Юсуфу Хазрату, всей команде его, нашим меценатам татарстанским. Татарстан на сегодняшний день в ходе строительства занимает одну из лидирующих позиций по помощи, по поддержке. И я еще раз повторюсь, что учитывая, что всего население Дальнего Востока 8 миллионов человек, то из них мусульман примерно это около 5%. То есть это на Камчатке, на Сахалине, в Приморье, в Хабаровске, там, в Якутии разбросано. И из этого контингента процентов 90 это Средняя Азия, Кавказ, и только порядка где-то 4-5% это татары. И еще предположите, кто из них в мечеть ходит, так там остается совсем небольшое количество. Но это не говорит о том, что там этого не должно быть. У нас страна огромная, от Калининграда до Камчатки, и везде должны быть, даже приезжая гости там, или главы государств, посетить мечеть, что-то увидеть, что-то услышать. Поэтому далее продолжим. Вот. Ну, дальше листаем потихонечку. То есть, вот видите, да, то есть тот же самый зал, та же самая концепция получается дальше. Это у нас такая небольшая презентация, в принципе, вам она уже воочию известна, потому что здесь вы находитесь, далее идем, живете. Вот это то, что на сегодняшний день уже поднят цокольный этаж полностью построен, то есть залит монолитом, первый этаж залит, и теперь уже основной зал, второй этаж идет, колонны, и потихонечку идем под купол. То есть это все в течение этого года, 25 года было сделано, немалое количество средств было вложено. Еще раз повторюсь, что население само, оно не густое, вот это одно из последних фотографий уже, наверное. Население не густое, и особенно мусульманское, в большей степени трудовые мигранты, но при этом, уважаемые братья, иншаллах, на хутбе мы тоже об этом поговорим, расскажем, так сказать, наш труд, нашу работу. Но замечательно тем, что этот проект нас стал объединять между регионами, то, чего не было раньше. На самом деле, вот эта «Моя хата с края», ничего не знает, эта позиция, она нас привела к тому, что сегодня мы с вами имеем и СВО, имеем, и ситуацию в Палестине. Все эти события показали нашу разрозненность и беспомощность. На самом деле, во всем мире мы далеко беспомощные люди. Даже пример той же Газы, пока Европа не встала, не мусульмане, а простое население. Даже мировое сообщество не обратило бы внимания на то, что там происходит. И жители Нидерландов, Парижа, там, Испании и так далее, когда только начали поднимать на площадях свои транспаранты, революцию, только тогда мировое сообщество на это взглянуло. А мы с вами, как мусульмане, в частности говоря о государствах мусульманских, там арабские страны, тюркские, к сожалению, в этом вопросе были, вот это был такой маркер, показатель нашего единства. Оно и здесь то же самое. И поэтому то, что Юсуф Хазрат с вами вместе, при вашей помощи сделали, на самом деле мы сейчас переламываем эпоху, судьбу. И мы делаем что? Мы показываем именно тот фактор, что мусульмане – это единый организм, это единое целое, вне зависимости от духовных управлений, вне зависимости от национальности, вне зависимости от субъектов или географии Кавказа, это Средняя Азия, или центральной части России, или Дальний Восток. Альхамдулилля, всех нас объединяет одно единое целое, это вера во Всевышнего Единого Творца, Аллах Субхану ва Тааля, это преданность и признание пророка Мухаммада, следование его сунне. И, конечно же, это служение на пути Аллаха, потому что без этого, иншаллах, еще раз повторюсь, мы об этом сейчас поговорим на хутбе, без этого, конечно же, очень сложно и, можно сказать, невозможно. Религию никогда, в большинстве случаев, многие считают, что религия, распространение, заниматься религией, это дело имамов, хазратов, муфтиев. Дорогие братья, абсолютно нет. Служение на пути Аллаха – это такая же обязанность каждого мусульманина и мусульманки, как и читать намаз, как и держать пост, как и давать закят. Поэтому здесь мы, к сожалению, чуть-чуть эта поговорка «Моя хата с края», она сегодня имеет место быть, поэтому мы еще раз выражаем благодарность и надеемся на дальнейшую помощь и поддержку не только команды Юсуф Хазрата и Джамаата мечети Алтан, но и многих других, наверное, приходов и в целом самой республики, и в целом всей страны, которая бы нас объединила под одним лозунгом, как Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Астаузу билля бисмилля, ва'тасиму бихаблиллахи джами'a, ва ля тафарраку». Держитесь за верь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Только тогда такие события, как на Палестине, те испытания, которые наши братья прошли, такие испытания, которые мы сейчас проходим в зоне специальной военной операции, они будут от нас далеки. Поэтому единством, миролюбием и
взаимопомощью, иншаллах, мы достигнем очень высоких результатов. Ну а в свою очередь мы вас ждем, как Хазрат сказал, не только для того, чтобы вы купили себе автомобиль, хотя можете его тоже заказать, в том числе наши хазраты, как говорится, могут вам помочь в этом деле посредниками стать, но и поесть икру, и рыбу, и увидеть Татарский пролив, который разделяет Хабаровский край и Сахалинскую область, а также те прелести, которые там, альхамдулилля, на сегодняшний день Всевышний Аллах нам подарил. Еще раз всем зур рахмат, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах рахмат йосын, Хазрат. Ну, я как имам, заключительное слово скажу, наша презентация, да. Вот кто-то, наверное, сидит и думает, почему, причем здесь Алтан и Дальний Восток, да. Вот, хочу объяснить, но вот в понедельник мы собирались с устазами, с хазратами, с коллективом, посовещались и приняли решение вот в следующий месяц сделать таким махалля в нашем приходе, месячник помощи строительству мечети в Хабаровске. Вот. Иншаллах, вот мы установили специальный ящик возле палестинского ящика. Да, и там все доходит, все братья получают, машаллах, помощь идет, мы будем и там продолжать, но хотим внести свою лепту, инвестировать и в этот проект. Вот почему Алтан и Дальний Восток? Да? Кто-то удивляется нам, вот мы когда были с братьями, как бы там 8 часов туда, за 10 тысяч километров, да, что там за проекты, мы здесь, они там. Вот первый момент, что меня к этому лично толкает, это наши дедушки, про которых вот Хазрат рассказал. У них не было самолетов, и они не могли отсюда, с татарских земель, дойти до Дальнего Востока за 8 часов. Да? Они добирались туда очень долго, но они туда добрались. И построили, сколько, Хазрат, 14, да, мечетей? Кто строил там первые мечети? А? Татарлар. В Японии кто строил первые мечети? Не кавказцы, при всем уважении к нашим братьям, да? Татарлар. Они могли всегда найти общий язык. Коммуникабельность всегда была. Где-то промолчать, где-то сказать, там, подстелить солому, да? Кто в Москве, в центре Российской империи, строил первые мечети? А? Татарлар. В Монголии, да. В азиатских странах даже. Поэтому это милость Аллаха по отношению к нашей нации. И поэтому вот пока, сколько, 3 брата, 3 Гарифуллина, Ахмад Хазрат, Айдар Хазрат, его правая рука там, и Владивостокта имам Джамаль Хазрат. И еще отца забрали, да, Селин Абина, вот 4 Гарифуллина. Там трудятся и Аллах строит мечети. Поэтому у татарлар. И мы должны их поддержать. Мы должны их поддержать. И Аллах Тааля, иншаллах, примет это дело. Потом, дорогие братья, мы должны понять, что для вот Алтан, мечеть, она, да, самая сегодня большая, да, может быть популярная, кому-то и не очень-то нравится наша популярность, но Алтан это 80 какая-то мечеть города Казани. А там вот эта мечеть, да, это первая мечеть не только в Хабаровске, не только во Владивостоке, на Дальнем Востоке. Это первая соборная мечеть. Это символично, дорогие братья. Это история. И мы, инвестируя в этот проект, мы с вами делаем историю. Через 100 лет, через 200 лет она, мечеть, будет стоять, Аллах, иншаллах. Да? И это та мечеть будет, которую мы с вами строим. Сегодня, вот как Хазрат сказал, Татарстан уже участвует, уже и деньги перечисляют, тихо-тихо мечеть идет. Вот за год они почти, если я не ошибаюсь, уже 200 миллионов вложили. За год. Примерная стоимость будет, 700 миллионов, наверное, даже больше, потому что это еще Дальний Восток, там арматура стоит немножко другая, да? Вот, поэтому, дорогие братья, вот, бисмилля, давайте участвовать, и это дело даже поднимает статус нашей мечети. Роль Алтана в жизни мусульманской уммы всей страны. Вот я помню случай, когда Усман Хазрат, экс-муфти, рассказывал, когда они строили Рию, все знаете, на Газовой, да? Вот это, оно ветхое было, его делали, очень много денег туда собрали.
И вот Усман Хазрат рассказывал, когда нужно уже открывать Риу, университет, денег не хватает, все, кто официально обещал, они все дали, а денег не хватает. И я, говорит, вышел в Диянетке, ну, в Турции это как муфтият, да, и попросил у них помощи, чтобы закончить до открытия Риу, университет. И тогда один служитель там сказал: Хазрат, если ты сейчас официально будешь просить, это долго, а тебе быстро надо. Давай, у нас в Турции есть мечеть, я даже не знаю, что это за мечеть. В Стамбуле, говорит, есть мечеть, если на джумга объявить ту сумму, которую ты у нас просишь, они там соберут тебе. Я, говорит, согласился. И в этой мечети, мы даже не знаем, что это за мечеть, что это за люди, но Аллах всех знает. И после джумга, говорит, имам встал на минбар и рассказал про Казань, которую, может быть, многие даже и не знали, про татар, про российский исламский университет, который нужно достроить. И народ собрал 450 тысяч долларов. 400, ну это почти 4 с лишним миллиона рублей за один джумга. Вот когда я услышал эту вещь, да, я как-то, у меня внутри там осталась ревность такая. Да, иншаллах, мы должны дойти до того, что Алтан вот за джумга должны собирать такие. И это набытие Аллах. Аллах долго не останется, поэтому, иншаллах, вот я имам, должен быть примером. Да, я не бизнесмен, у меня нет бизнеса, у меня нет каких-то там доходов, да, но, альхамдулилля, Аллах Тааля не обижает никого. Вот, поэтому я, иншаллах, вот пока мечеть строится, я от себя, от семьи пока 50 тысяч, иншаллах, бисмилля, ният сделаю, да, Аллах сам даст. Мне только ният надо сделать и попросить помощи, Аллах сам даст, иншаллах, за меня. Поэтому от меня вот 50 тысяч, но мы с братьями решили, до конца проекта от Татарстана мы соберем 10%, иншаллах, 70 миллионов. Аллах берса. И пусть Аллах нам поможет. Аллах, беря, ну кто-то, наверное, сейчас сидит, думает, Хазрат нам опять что-то придумал, да? Вот аксакалы на свою голову меня выбрали сюда. Пока я здесь, братья, будете работать. Будете трудиться, иншаллах, а в раю будем радоваться. И будете еще мне рассказывать, иншаллах. Помнишь, ты нам все время это заставлял там на Дальнем Востоке мечеть строить, тут, там. Поэтому, как говорится, Епларова Хатюк, бисмилля, анда была сейчас QR-код напрямую, это будут деньги идти на официальный счет мечети. Это официальная мечеть, Курха-Курнагас, не надо опасаться. Ни там чьих-то личных карт не будет, все, от этого надо уходить. Есть QR-код, будет ящик стоять, иншаллах. И еще у нас будет сайт. Вот, все, я уже немножко, бабай меня простит, поэтому... Вот, пока не хутба, откройте телеграм. Забейте «Дом в раю». Вот сейчас прямо, «Дом в раю». Это официальная группа строительства этой мечети. Подпишитесь. Вот сейчас пока 2408 подписчиков. Я надеюсь, что с нами будет 3500 подписчиков, на 1000 хотя бы, да. И там вся информация, все отчеты, все прозрачно. Наши ребята, наши братья, альхамдулилля, мы им доверяем. Вот, поэтому можете следить каждый кирпич, который они ставят туда, каждый кубометр бетона, они все там. Есть строительные организации, которые могут оплачивать какие-то благотворительные взносы делать. Все счета есть. И муфтият, он принцидум. То есть Центральное духовное управление мусульман, Талгат Хазрат Таджиддин там, знаете, да? Вот. И у них свой муфтият, свои счета, вот, свой муфти Ахмад Хазрат. Поэтому, братья, бисмилля, Ильты Курса Ульбулады, да? Иншаллах, мы должны построить эту мечеть, и пусть Аллах нам поможет. Рахмат, джазакум Аллаху хайр.